Опасное напряжение, нарушение на первом же проверяемом участке. Здесь, недалеко от мемориального комплекса Гуазот-Кэшмаш, между воздушными линиями 35 киловатт, питающими сельские поселения Далаково и Кантышево, ведутся строительные работы. Энергетики объясняют, делать это запрещено. Угрозу представляет и этот внушительный железный каркас будущего павильона. Тут идет нарушение охранной зоны с обеих сторон, именно и с этой линии, и с другой стороны. Тут у нас как идет? По ПУИ, ПТ у нас охранная зона с обеих сторон от крайнего провода 10 метров. Не имеют права строить. На данном участке построили магазин. Тем более еще тут ситуация следующая. Тут металлический каркас. Даже если не будет касаться, там наведенное напряжение при плохих условиях погоды, да, будет очень плачевная ситуация, если люди попадут под напряжением. Безответственность – цена которой жизнь. Только так можно объяснить эту ситуацию. Нарушение охранных зон линий электропередач очень много. Вот воздушные линии 110 киловатт, которые тянутся в непосредственной близости от федеральной трассы Кавказ. Они обеспечивают электроснабжением части городов Магаз и Назрань, сельских поселений Икажево, Алиюрт и Сурхахе. Напряжение колоссально высокое, но тем не менее здесь функционируют готовые объекты и даже возводятся новые, как, например, этот торговый комплекс. Тут находится ресторан один, есть детский садик частный, есть техстанция обслуживания транспорта, есть мойки, есть заправки. Тут ряд таких нарушений идет. Это очень опасно. Тут может в любое время, это же линии 2000-х и 99-х годов. Может провод упасть, может обрыв провода быть, может изолятор взорваться, все что угодно здесь может быть. В случае таких нарушений, то в любое время может произойти возгорание. Не дай бог, что там поражением током, чтобы человек его током ударило. Все остальное это уже как минимум это нарушение, то пожара самих зданий может повлечь за собой. Исполняющий обязанности директора Россети Северный Кавказ Ингушэнерго Ислам Гандалоев лично инспектирует объекты в рамках акции «ЛЭП Стоп», направленной на предупреждение электротравматизма. Энергетики продолжают борьбу с нарушителями. По выявленным фактам специалисты составили акты о нарушении охранных зон. Кроме того, соответствующие письма направлены в муниципалитеты, Кавказское управление Ростехнадзора по Ингушетии и в прокуратуру. Все эти акты будем передавать контролирующие органы, это прокуратура, Ростехнадзор, МВД. И дальнейшие действия, единственное, тут у нас совместно с правительством будет, потому что линии у нас не числятся на балансе Ингушэнерго. Мы эти все документы будем передавать правительству, чтобы они уже дальнейшие подавали им на них в суд. Филиал Россети Северный Кавказ Ингушэнерго напоминает, охранная зона – это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны линии электропередач от крайних проводов. Согласно постановлению правительства страны, допустимое расстояние установлено от 2 до 100 метров в зависимости от напряжения и размещения. В таких случаях категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровья людей. Зелимхан Калоев, Мухаммад Билаки. Киев, новости 24.